Yapabiliriz. Çok barına mı? Kulaklar burada yanılır sana. Ne ilgilin ya? Ne yaptırdık mı? İlgi kulağa yıkadığım bak. Построен еще, да? Как у вас поездка? Как получилось? Как тяжело, да? Еще буду пообщаться. Но у нас еще будет перерыв до Самарина, да? Это симулятор, полтора-симулятор, но полностью имитирует управление настоящим автомобилем. Габариты полностью имитируют, работу ходовой части полностью. То есть усилия, которые вы прикладывали в настоящей полтрике, вы те же самые усилия будете здесь прикладывать. Точно так же нужно переключать передачи. Все то же самое. Но это симулятор. А БТР-82 – это полноценный тренажер. На нем готовят водителей бронетранспортеров. Это даже не симулятор, не развлечение, не игрушка. На нем можно элемент развлечения какой-то там получить, но все-таки на них готовят полноценных водителей. Такие стоят в училищах, в частях воинских. Вот. Ну, а Ил-2, вот, который за вашей спиной, ну, это тоже симулятор. Такая современная игрушка военной тематики, скажем так. Вот. И очень серьезный тир. Тир тоже не для развлечения, там можно научиться стрелять. Он интерактивный, полностью имитирует габариты оружия, полностью имитирует необходимость перезарядки, досылания патронов в патроник, количество выстрелов, отдачу. Ну, отдачу, правда, не на 100%, это было бы чересчур, 70% от реальной. Боевую обстановку имитирует, ну, точнее, мишенное поле, можно и боевую обстановку. Там тоже такие тиры тоже используют в воинских частях, в училищах для обучения стрельбы, чтобы бойцов не гонять на полигон далеко и много боеприпасов не расходовать. Вот в таких тирах учат военных, современных российских. Вот, это в общем. Не успел доехать. Да, чуть-чуть вам не хватило. Там буквально 3 километра осталось. Как вам? Смотрел. Как вам ощущение? Полное. Эмоции настоящие. Даже укачиваешься, да, едешь, такое ощущение, что... Что? Я предлагаю тогда сейчас на экскурсию подняться, а по ее завершению мы еще постреляем в тире настоящем. Абсолютно. Без пороховом. И полетаем на самолете. Чтобы вы от дорожной техники немножко отдохнули. С вами очень стремительно получится экскурсия, потому что времени осталось мало, и я вам должен показать максимально, что смогу за это время. Давай минут 40. Давайте начнем с первого зала. Этот зал рассказывает о советско-японской войне, о боях, которые проходили на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Я понял, что прежде всего вас интересуют приемы, с помощью которых эта информация доносится до посетителей. Приемы самые разные. И мультимедийные экраны. Вот здесь в начале мы рассказываем о событиях, которые произошли в 1904-1905 годах, о проигранной русско-японской войне. И посетители, придя сюда, если, допустим, у них посещение без экскурсовода, могут самостоятельно ознакомиться с основными вехами этой войны, проигранной России, могут почитать про границу, которая прошла по острову Сахалин, могут ознакомиться. Да, здесь звуковое сопровождение будет. Дачная для России русско-японская Могут война. прочитать текст мирного договора, по которому Россия потеряла половину острова Сахалин, ну и ряд других уступок, и фотографии посмотреть. Очень удобно, люди часто стоят, на самом деле, с удовольствием и читают, и слушают. Ну, а если экскурсия с экскурсоводом, то мы далее рассказываем, естественно, обо всех предметах, которые вы здесь видите, максимально подробно. Ну, у нас столько времени нет. Рассказываем и о границе, о ее уникальности, потому что она для японцев была уникальной. Никогда у японцев границы не было. Ни с кем они не граничили, а тут раз и появилась. Что из себя представляла граница, что прошла она по 50-й параллели. Проходите за мной, пожалуйста. Можно получить представление о том, как она выглядела, и с помощью фотографий, и с помощью макетов граничных знаков. Кстати, детализация максимально точная здесь. Ребята, которые делали и эту экспозицию, и панорамы, постарались на самом деле очень-очень хорошо. Вплоть до мельчайших деталей. Например, до вот этих часов, первые наручные советские часы, К-43 кировки, то есть даже вот до таких деталей. Кировские. Кировские, да, кировки сокращенно, К-43. Проходите за мной, пожалуйста, потому что нам нужно впереди много чего посмотреть. Гаубицу батальонную в сборе, здесь у нас только ствол от этой гаубицы, там он целиком ее везет. На самом деле тоже очень интересное решение для музея. Ну, кстати, и взрослым тоже нравится, да.
Почему я только на детях сакцентировал внимание? Ну, взрослых тоже порой не оттащишь. Задумка очень хорошая и очень интересная. Показал ожесточенное сопротивление советским бойцам в августе 1945 года. Я вас хочу здесь на секунду задержать, потому что на острове Шумшу мы с вами через минут 5 окажемся. Я хочу, чтобы вы получили представление о плотности огня, о том, с чем столкнулся советский десант. Вот у нас остров Шумшу, я вам покажу. Остров Шумшу, это у нас Камчатка, мыс Лопатка, здесь первый Курильский пролив, и соседний остров Парамушир. Здесь пролив 2 километра, второй Курильский. Я вам буду включать сейчас проекцию, ну, вот на этом экране, на этом макете можно ознакомиться с географией, с историей острова, как вы увидели сами, можно почитать. Можно ознакомиться с дислокацией японских войск, но самое главное, с расположением фортификации. Я вам включу 3 проекции, к сожалению, сразу все их не могу включить, но 3 картинки в голове нужно соединить в одну. Сначала я включаю вам артиллерийские доты и дзоты, и нужно понимать, что здесь они все-таки не все отображены. К ним мы прибавляем пулеметные доты, к первой картинке прибавляем, и к этим 2 прибавляем пулеметные дзоты. Вот тоже, к сожалению, не все они включили, сейчас попробуем еще раз. Там по 2 раза. Ну, они, к сожалению, ну, допустим, вот так вот. То есть все 3 картинки нужно в голове соединить в одну и понять плотность огня. Она была невероятная. Несколько рубежей было. Тут еще мы будем отражать окопы, линию. Здесь, на этом макете, если вдруг вы уже бывали и в нашей трехмерной панораме, и что-то хочется что-то новое, вот с помощью 4 кнопочек, я не буду вам мешать, да, нажимая их по очереди, можно получить представление о том, как проходила Курильская десантная операция. Ну, нажмите, пожалуйста, первую какую-нибудь. Он подвисает. Ты перекрываешь датчик. Он подвисает, да? Нет, там датчик перекрыт, он там не запустится. Если здесь стоят люди, ну, в общем, вот стоит датчик, мы уходим, тогда она начнет работать. В общем, будут корабли выходить с Петропавловска-Камчатского, будет высаживаться советский десант, и войска продвигаться по острову Шумшу. Да, вот. Надо было первую нажать, чтобы мы увидели, как они из Петропавловска выдвигаются. Вот. Ну и там 4 кнопки, это следующие этапы Курильской десантной операции. Тоже очень интересно. Даже я первый раз, когда пришел, с большим удовольствием все это дело наблюдал. Такого нет ни в одном музее мира. Это вот наша идея была, это наша задумка. Ну и по аналогии с макетом острова Шумшу, есть еще один макет острова Матуа. На нем, к счастью, боевые действия не велись, потому что количество огневых точек такое же, а размер острова намного меньше. То есть плотность огня там в разы выше. Если бы там проходили боевые действия, то... Что еще интересно у нас есть? Уникальный экспонат на самом деле. Музей живет не только текстовой информацией, не только рассказами экскурсоводов, но и экспонатами, в первую очередь. У нас есть уникальный экспонат. Огромный миномет калибра 320 мм. Такого миномета, ну, на данный момент, пока еще нет даже в Московском музее артвооружения. Пока нет. Есть только у наших коллег на Камчатке, и то снаряд, по-моему, без стержня. Стержня я у них не видел. Очень страшное оружие. Ну, представьте, калибр 320 мм. Американцы его прозвали Ghost Rocket, ракеты-призраки, призрачные ракеты. Ghost Rocket, призрачные ракеты. На самом деле, в первую очередь, психологическое воздействие очень страшно, потому что они шумят. Если даже попадают не в цель, навести их сложно, а рядом, то осколками грунта поражающий эффект достигается невероятно высокий. Очень страшное оружие. Название было неправильно переведено американцами на английский язык. Получилось не мортар, коленный гранатомет, и исходя из названия, американцы решили, что для производства выстрела вот эту часть, упор, нужно ставить в бедро. Выстрел происходил, бедро ломалось, таких случаев было много. На своих ошибках американцы не очень учились, и вот это неправильно переведенное название, не мортар, коленный гранатомет, стало еще и саркастическим названием. То есть уже в качестве такой полуиздевки, полушутки. Ну, двигая этот кораблик, можно узнавать его историю прям наглядно, в картинках, с помощью текста. И здесь тоже даже взрослые, мне кажется, больше зависают, чем дети. Вспоминают, что, видимо, они где-то в глубине души детьми остались, и тоже от этого кораблика их очень сложно оттащить. Вот тоже очень интересное решение. Я такого, кстати, тоже не видел. Практически 2 года советские граждане жили с японцами, буквально жили бок о бок, потому что их подселяли в японские дома. И японцы с удивлением обнаружили, что при советской власти жить намного лучше, чем при власти Микадо. Намного лучше. Воспоминаний очень много приведено, и советских, и японских. И это отдельный большой пласт, уникальный пласт, уникальная кусочка истории. Больше такого нигде в нашей стране не было. Нам нужно с вами двигаться очень быстренько дальше, хотя бы трехмерные панорамы осмотреть. Так, у нас отряд растянулся. Кто-то сейчас там в плен попадет к японцам. Трехмерная панорама рассказывает о высадке десанта на Шумшу 18 августа 1945 года. Часть
часть фигур у нас имеет портретное сходство с реальными героями, часть собирательные образы. И с каждым связана интересная история. На самом деле, тоже важный момент, когда про каждого бойца, про каждого можно рассказать что-то, что человека зацепит. Мы здесь будем рассказывать вкратце о выставке? Нет? Нет времени? Тогда продвигаемся, друзья, с вами дальше. Рассказываем дальше. Следующая локация. Места самых тяжелых боев, где советские бойцы самые тяжелые потери понесли, где больше всего подвигов было совершено. Ну и здесь, так же, как и на побережье, фигуры не просто абстрактные, а персонифицированные. То есть есть у нас герой Советского Союза майор Шутов, человек с 3 ранениями, без 2 пальцев, со сквозным ранением в груди, с ранением в ногу, командовал долгое время, не позволяя себя отправить в госпиталь. Представьте, из чего были сделаны советские люди. Есть у нас бронебойщик по фамилии Каратун, есть матрос Власенко, который спас товарища, из танка вытащил. Танк пытался переехать, задавить его товарища боевого. Историй очень много. Каждый боец на самом деле герой. Даже не те, кто звание героя получил, а по факту каждый герой. И, конечно, больше всего внимания приковывает техника, японский танк. И в этой экспозиции, в следующей, ну там, правда, советский, здесь чаще всего возникает вопрос, подлинный танк или нет. Ну вот настолько умело ребята из Невского баталиста сделали панораму, что нужно быть очень большим специалистом, очень-очень, чтобы догадаться, что танк не подлинный, что это макет. Здесь есть части от танка настоящего, от подлинного японского, ну и постарались они сделать один в один. Задумка зала на самом деле уникальна. Мы здесь рассказываем о сахалинцах, о наших земляках, которые погибли в каком-то вооруженном столкновении. Принцип действия зала. Мы можем с вами на сенсорном экране либо набрать фамилию и отчество конкретного человека, прочитать о его судьбе, либо там выбрать конфликт и здесь поименно найти того, кто нас интересует. Но главное не музейное слово, но все-таки главная фишка этого зала следующая. Допустим, уважаемые гости, мы нашли какого-нибудь условно Иванова Ивана Ивановича, который, мы точно знаем, погиб в Афганистане. Но друг семьи, допустим, да? И мы понимаем, что информация о нем здесь неполная. Это неправильно, мы добиваем информацию, научное дело это проверяет и хранится здесь навечно. Или мы вообще не нашли человека, а это еще более неправильно. Объем работы колоссальный, научное дело делает все постепенно, поэтому вполне возможно здесь кого-то пока еще нет. Мы по тому же принципу добиваем максимально подробно данные, максимально подробно, сканируем здесь же фотографию, желательно хорошую, и по такому же принципу все проверяется и навечно хранится. Вот так вот общими усилиями эта информация в зале наполняется. Есть у нас, скорее всего, люди, интересующие историей, знаете, про крейсер «Варяг» и без меня, да, про его подвиг. Но есть у нас еще и сахалинский «Варяг», крейсер 2-го ранга «Новик». Почти один в один повторил судьбу крейсера «Варяг». Ну, за исключением прям финальной стадии. Если крейсер «Варяг» был обратно в Россию продан, и потом погиб у берегов Шотландии, то крейсер «Новик» все-таки так в Японии и остался под японским флагом, там был сдан на металлолом. Ну и очень важная деталь заключается в том, что защитниками острова были каторжане. Каторжане, здесь же каторга была на Сахалине с 1869 года. На тот момент, нет, на тот момент они все-таки каторжанами были. Вот если бы они отслужили полный срок в дружине, 2 месяца службы в дружине в партизанской засчитывался за год каторги. Ну, там для разных категорий по-разному, и тогда бы они не были каторжанами. На тот момент все-таки еще были. Мотивация была высочайшая. Ну, что из этого получилось, я вам в 2 словах не успею рассказать. Здесь информации очень много интересной, и нюансов, и героизма хватало с избытком. И технических новинок, например, посмотрите, вот раз вы уж стоите, впервые в русско-японской войне использовались полуподводные лодки. То есть подводный флот впервые был применен вот в этой войне, которую называют репетицией Первой мировой войны. Русско-японскую называют репетицией Первой мировой войны. Потому что масса технических новинок было применено. Ну и еще одно решение, вроде бы уже знакомое, проекция мультимедийная. Но здесь тоже такая задумка и воплощение достаточно интересное. Человек, подошедший к этому столу, не уходите, я вам покажу, может самостоятельно ознакомиться с боевыми действиями, которые проводились против японцев на Камчатке. Тут первая кнопочка. Будет проецироваться текст, будет проецироваться движение войск. У нас подзависло. Вот. Движение войск будет проецироваться. И сопровождается все это дело фотографиями. Фотографии, естественно, в высоком разрешении это подлинные фотографии, перефотографированы. Можно даже самостоятельно получить достаточный объем информации, чтобы считать себя человеком, разбирающимся в вопросе. Ну, с экскурсоводом, конечно, сделать это интереснее, и информации будет больше намного. Бежим дальше. Так, уже Юрий Анатольевич уже упомянул о том, что этот зал рассказывает скорее о личностях, об их судьбах и о сахалинцах, как он правильно сказал, тех, кто ушел на
Запад и воевал против немцев, и о тех людях, которые после победы Великой приехали на Сахалин и свою судьбу с нашим островом связали. О них тоже мы здесь рассказываем. Это основная задумка зала. Но давайте посмотрим на еще одно интересное техническое решение. Можно узнать о ходе войны в деталях с помощью вот этих, нет, неправильно, с помощью вот этих мультимедийных ползунков. Их здесь два, чтобы можно было несколько человек сразу могло подойти и знакомиться. Мы передвигаем ползунок, хронологически следуя от начала войны и заканчивая, даже не Великой Отечественной, а заканчивая Второй мировой, то есть до разгрома Японии. Передвигаем ползунок, выбираем, давайте я продемонстрирую, выбираем любое сражение, которое нас интересует. Ну вот, что у нас там? Прорыв блокады Ленинграда, давайте нажимаем. Смотрите, сколько много текстовой информации, раз. Множество фотофайлов, видеофайлы есть. Мы знаем, сколько призвано было. Более 20 тысяч, 20 с небольшим тысяч. Там с точностью до человека тоже сложно пока сказать. Но это кажется немного, потому что на Сахалине проживало всего лишь 117 тысяч советских граждан. Вот в привязке к 117 тысячам, согласитесь, 20 тысяч это очень-очень-очень много. Еще одно решение, надо показать. Еще одно интересное решение, уважаемые гости. Гринскрин называется на языке блогеров и прочих товарищей. Смысл этого гринскрина. Мы с вами, подходите ко мне кто-нибудь. Мы с вами становимся, зеленый экран, мы с вами становимся на фоне зеленого экрана. Проходите. И можем сфотографироваться в рейс-канцелярии с глобусом, которым предположительно Гитлер пользовался. Ну, там есть разные версии, что и его подчиненные, ну, неважно. Рейс-канцелярия. Глобус, которым пользуются немецкие командующие, высшие. Фотографируемся вместе с советскими бойцами, ну, примерно можно так, можно как-нибудь там, ну, выбрать самим. Фотография получается качественная, она черно-белая, то есть я не буду красным пятном здесь, не буду. Фотография уходит на наш рабочий ящик, как он называется? Проще делать по-другому. Кто желает себе в память оставить пребывание? Там можно еще, там еще кто-нибудь поместится. Сейчас я уйду, сейчас резкость наведется. Не понял. А что Там автофокусировка должна сработать. Все. Улыбаемся, потому что победа. Есть контакт. Сейчас. Вот, все. И отправляем. Ну, можно ввести адрес, или наш рабочий можно ввести, или ваш свой. Свой вводите. И вас сейчас через секунду уже будет почта получена. Да? Интересное решение. К сожалению, мы не сказали, что этот зал... память. Вы потом, когда фотографию получите, там будет на виньетке написано мемориальный полис победа, дата, когда, что. Фотография Гуртовенко. И вот это очень важно. Иосиф Гуртовенко, кстати, единственный из 4 героев, ну как герой, из 4 советских воинов, личность которого точно известна. Фотография во многом загадочная. Идут споры, кем являются остальные, причем активные споры. Но вот Гуртовенко, вот он. Человек, который свою судьбу дальнейшую после войны связал с Сахалином. Снайпером был во время войны. Обеспечить фронт едой, топливом, икрой, север. Да, всем на самом деле. И не только икрой. Икра, наверное, была не самая важная. В первую очередь рыбой. Рыба, это да, потому что и, скажем так, рыбаки, они имели военные билеты, у них была бронь, чтобы добывать. Вот, женщины и дети готовили сети, сушили их, там, раскладывали, то есть очень такой тяжелый труд. Это и заготовка древесины, это и добыча угля. И самым важным, конечно, было это нефть. Нефть. И вот, Сахалинская. опять же, Игорь Анатольевич Самарин прям с погиби, знаете, да, это самое узкое место. Вот мы видим с вами как раз на нашем холсте это Материковая часть. мыс Лазарева. Вот, и в 1942 году была проложена труба. И нам довелось как раз найти тот фрагмент именно трубы, где флянцевое соединение. Вот смотрите, какое лепестковое флянцевое соединение, которое проваривалось для укрепления. И вот труба с трубой соединяется, и вот таким вот образом она была проложена. И нефть пошла уже на переработку, из нее уже делали топливо для самолетов, танков. Этот зал у нас, вы видите, прям отличается от остальных. Северной части, да? Бензин там где? Перед Софийск. Софийск, на материке. Здесь у нас самая сложная часть подводная представлена. Ну, кроме подводной. Нет, было сложно проложить, потому что зимой прокладка осуществлялась в лютый мороз. На самом деле немцы, они же были союзниками с японцами, вы это без меня знаете. Эту информацией владели о постройке нефтепровода Сахалинского, советского первого, и считали, что постройка невозможна. Панорама. Здесь мы рассказываем о начале боев на Сахалине. О взятии первого препятствия на пути войск советских, полицейский пост Кандаса.
Ездили, да? Блогаузы смотрели, да, вам показывали? Мы были в доте. Вот, мы, кстати, с вами через один из блогаузов вышли. Это вот северо-восточный, который ближе к дороге получается. Вот, через него мы с вами вышли. Ну и какие решения? Те же самые. Максимальная детализация по форме, по вооружению. Макет, опять же, макет танка, да, на 3-й этаж танк проблематично было подлинный затаскивать и небезопасно. Но макет настолько качественный, что, опять же, нужно быть большим специалистом, чтобы суметь его отличить. И здесь также с каждой фигурой связана какая-то история, которая подбирается под посетителей. Если приходит женщина, я им больше про санитарок рассказываю. Девушки проявляли чудеса героизма, на самом деле. Советские санитарки были все щупленькие, девчонки молодые, там 18-20 лет. Вот на самом... Здание у нас состоит из 2 комнат. Вот справа от вас дежурка, комната дежурного офицера. А я сказал, что казарма особенно интересна. По какой причине? Детализация. Вот весь интерьер, все, что вы видите в казарме. Ребята из команды «Невский баталист», которых мы видели на плакате с вами, вот максимально по японской фотографии воспроизвели. Я брал пару фотографий, в том числе ту, с которой они работали. Действительно, ну максимально детализовано. Постарались на славу. Поэтому можно рассказывать здесь бесконечно о каждых деталях. Множество вопросов возникает у посетителей. Ну, регламентирована, конечно, у нас экскурсия по времени, поэтому не на все успеваешь отвечать. Но решения здесь приняты, на тот момент, на момент создания экспозиции, достаточно уникальные. Сейчас ребята руку набили настолько, что в экспозиции «Прорыв» и в экспозиции «Дорогами войны» там эффект погружения полнейший. Будете в Москве, в Питере, обязательно зайдите. Я, к сожалению, пока только видел на видео, мне присылали. Ну там просто вообще сказка какая-то получилась. Но здесь тоже они сделали очень-очень на высочайшем уровне, на самом высоком уровне. Тут пару слов, почему эта выставка вообще на самом деле действительно интересная. Потому что область наша на островах находится, единственная островная область в России. Без маяков нам никуда, это понятно всем. И другой момент, вот это понятно, а другой момент не очевиден. Здесь у нас присутствуют маяки, которые строили представители 3 разных школ. Российской, дореволюционной, японской, период Карафута и советской. То есть архитектурное разнообразие и технические решения самые разные. Именно этим выставка интересна. Ну и подлинными предметами, конечно. Самый южный маяк, самый северный маяк. Самый северный маяк на мысе Елизаветы находится. Это если про Сахалинский говорим. Про Сахалинский или про все, про области? На мысе Елизаветы находится самая северная точка. Самая южная точка на мысе Крюльон. Это про Сахалин. У нас еще Курильские острова. Там совсем другая ситуация. Там маяк на мысе Курбатова самый северный. И точно мы не знаем, действующий или нет, маяк сигнальный. Не удается проверить пока с гидрографами связаться, но он самый южный. Конечно, есть. Маяки есть на всех, почти на всех. Да, да. Сигналы подаются туманные, когда маяк из-за непогоды, из-за облажного тумана, из-за дождя такого не виден. Дополнительно звуковые сигналы подаются, называются туманные. Не только с помощью такой сирены, еще и пневматические сирены, электрические сирены. Кто меня спросил про источник питания? В основном дизели стоят, в основном. Постепенно стали устанавливать на автоматический маяк Ритеги радиоизотопные электрогенераторы, так они называются. А те маяки, которые близко к городам, сейчас подведены на общую сеть, запитаны. И сейчас я вам покажу класс начальной военной подготовки. Так, проходите за мной. Это вот сюда. Да, ну еще раз извиняемся за нашу реновацию. У нас тут покраска и прочие дела. Мы кое от чего избавляемся. Была и протечка небольшая крыши. Ну, это все сейчас устранено. Класс начальной военной подготовки. А мы его между собой называем танковый зал, потому что вот эти кабинки, да, можете открывать. Открывайте. Эти кабинки, видите, симуляторы танка Т-90. Конечно, здесь человек не научится водить танк Т-90, но в качестве обучения работы в команде, потому что экипаж из 3 человек, это команда. Вот в качестве этого, на самом деле, крайне интересная вещь. Есть проектор, где лекции, фильмы, презентации, викторины можно проводить. Столы для сборки и разборки оружия. Вот можете сейф открыть, раз вы рядом стоите, там ключик. Поверните просто. Вот возле вас откройте просто, поверните. Так как мы занимаемся группой, отрядом, у меня условие, что вы раз пришли ко мне, допустим, 8, вы придумали название своему отряду, значит, я вас именно 8 каждое занятие и жду. Мы никого не теряем. Ну, если человек заболел, это исключение. Но никакие другие отговорки я не принимаю. Поэтому они между собой договариваются, координируются, и потом приходят все вместе во время обозначенное. Большой секрет, но это факт. Женщины стреляют лучше мужчин.
Не всегда так было, Юрий Анатольевич, не надо. Вот здесь я с большим удивлением это обнаружил. Приходят супружеские пары, вот представьте себе такой конфуз. Стоит мужчина, он крутой, он в армии отслужил, он даже где-нибудь в силовых органах поработал. Стоит, стреляет, все как положено. Супруга стоит, у нее на упоре, он с рук стреляет, она с упора стреляет. Я ей там пока объясню, минут 10 как целится. Она пока поймет, у нее автомат в руках ходит, и минут через 10 она своего супруга под орех разделывает. Просто перестреливает его почистую. И таких случаев вот, у меня масса было. Теперь показываем, как все работает. Можно свет приглушить, одну хотя бы половинку там. Давайте, чтобы вам не мешать. Да. Который Это... Ну, давай один выключу. Все. Автоматы соединяются с компьютером. Смотрите, необходимо присоединять магазин к автомату, как в боевом. Вес, размеры полностью АК-103. Один в один. Вы разницы не увидите никакой. Также необходимо снимать с предохранителя. Также 2 режима огня, автоматически одиночный. Также нужно засылать патрон в патронник. Обязательно. Точно с таким же усилием. Нельзя сопровождать. Также резко. Давай, запускай. Да. Я просто покажу, как это все дело делается. Мишенные обстановки самые разные. Сейчас самая простая. Обычная мишенная обстановка. То есть человек стоит, отображается попадание, считаются баллы. Можете попробовать, чтобы ощутить просто, насколько эта вещь крутая и классная. Нет, я уже достал вам, там еще 29 выстрелов. Да, можно в любые другие мишени стрелять. А я пока выйду. Тир такой, проходите. Кто там снайпер? Там обстановки разные. Там есть наступление сил противника. Это 3D-графика. А есть видеофайлы. Вы в составе штурмовой группы, я прослужил немножечко в спецподразделении, лет 15, немножечко совсем. Я понимаю, что сделано качественно. Вы в составе штурмовой группы двигаетесь, и у вас разные видеозадачи. То есть товарищ открывает вам дверь, вход в здание отрабатываете. И там неожиданно появляется противник, которого нужно поразить. Не просто поразить, вы должны быстро среагировать, как в спецназе, что противник в броне. Познакомились с музеем. Я понимаю, что это произошло так это стремительно, стихийно. Хоть какое-то представление вы о мемориальном курсе «Победа» в городе Урюпинске все-таки в своей памяти оставите. Я думаю, вы запомните и полуторку, и БТР, и ТИР, ну и, конечно же, Ил-2. Нам очень понравилось, вот даже не ожидали, что будет получим такое удовольствие. Это у нас новое открытие. Воплощение всего, что кто мечтает, кто-то воплотил. Очень важно, чтобы таких открытий у нас было все больше. Даже не смотрит. Егор Егорович. Доктор медицинской науки.